В Таджикистане 11 октября состоялись очередные президентские выборы, шестые по счету с момента основания государства. Центральная комиссия по выборам и референдумам приняла постановление считать Эмомали Рахмона по предварительным результатам выборов. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Эмомали Рахмон. Тем самым якобы за действующего президента проголосовали более 90% избирателей, а это около 4 миллионов населения. При этом немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle пишет: несмотря на формальное участие в выборах еще 4 кандидатов, никто не сомневался в очередной, уже 5-й по счету, победе Рахмона. Отнюдь не Александр Лукашенко, а именно таджикский лидер находится у руля дольше всех постсоветских руководителей, отметили в Deutsche Welle. Авторы статьи в Аль-Джазира подчеркнули, что с учетом нового срока Эмомали Рахмон теперь опередит по длительности срока правления страной даже Нурсултана Назарбаева. Еще одно издание отмечает, что победа Рахмона на очередных выборах была ожидаемая. То, что на выборах 11 октября в 5-й раз подряд победил Эмомали Рахмон, не стало неожиданностью, пишет «Коммерсант». Правозащитник Стив Свердлов заявил журналу The Diplomat, что выборы являются простой формальностью. С учетом того, что выборы в Таджикистане являются просто формальной процедурой для того, чтобы узаконить нахождение у власти еще на 7 лет действующего президента, многие в Западной Европе не обращают внимания на эти выборы, сказал он.